Всем привет, с вами Смарт-библиотека 2.0.3, и это наша постоянная рубрика «Встречаемся с Смарт». И сегодняшний наш выпуск посвящен 75-летию со дня учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. Также юбилею Андрея Исаевича Борисова, 70 лет. 28 ноября у него юбилей, это народный артист Российской Федерации, кто не знает. Наш режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и СССР, а также Республики Алтай, лауреат Государственной премии СССР и Российской Федерации. Также театральной премии «Золотая маска», кавалер ордена за заслуги перед Отечеством 4 степени и почетный гражданин нашей республики. И немного о нашей деятельности в библиотеке. Библиотека работает у нас в дистанционном режиме, работает читальный зал по предварительной записи. Заказ книг осуществляется через сайт ЦБС или по номеру 318580 с добавочным номером 3. И также приобретайте читательские билеты по всем вопросам, звоните по этому номеру и приходите, приобретайте читательские билеты у нас у дежурного библиотекаря на первом этаже. Мы находимся на Ларионова 12А, Смарт-библиотека 2.0.3. И сегодня у нас в гостях Туяра Тарабухина, координатор международного фестиваля встречи шедевров ЮНЕСКО на земле Ланхо, преподаватель колледжа культуры и искусств имени Аграфена Макарова, в прошлом главный специалист Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, если я не ошибаюсь, и помощник Андрея Исаевича Борисова. Правильно? Привет! Правильно, привет! Как настроение? Настроение отличное, спасибо за приглашение. Я первый раз в библиотеке Smart 2.0.3 и очень приятно удивлена внутренней атмосферой библиотеки, а также людьми, которые здесь работают. Поговорим немножко о твоем прошлом. Да, но ты о прошлом. Давай. Расскажи о своей деятельности в Министерстве культуры. В Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия я пришла работать в 2003 году и временно исполняла обязанности помощника министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Андрея Исаевича Борисова. С течением времени моя должность на исполняющего обязанности перетекла в помощника. Так как не было такой ставки помощника министра, я была главным специалистом. Но деятельность у меня была связана с его непосредственной работой как государственного служащего. В чем именно заключалась ваша роль? Я всегда как-то интерпретировала, когда меня спрашивали друзья и подруги, родственники, что входит в твои обязанности, я говорила, это как секретарь, но всегда рядом. То есть это, по большому счету, человек, который всегда находится рядом с министром, независимо от того, где он, либо в кабинете министра, либо где-то на совещании, либо командировки, или же по другим объектам. Расскажи немного поподробнее о таких не крупных мероприятиях. Было ли много таких локальных, внутри республиканских? Все проекты, которые были связаны так или иначе с деятельностью Андрея Исаевича, касались меня в том числе. Из таких ярко запоминающихся и крупных проектов я могу сказать, что это театральный фестиваль международный «Желанный день», который мы организовывали в 2005 году в Улан-Удэ, при котором также были съемки фильма «Тайна Чингисхана». Международный фестиваль встречи шедевров ЮНЕСКО, его начинали в 2008 году, первый фестиваль в рамках международных спортивных игр «Дети Азии». И различные международные мероприятия такого же характера. В том числе и первый международный фестиваль горлового пения, на который я съездил вместе со своей командой. Это тоже можно назвать, Расскажи, пожалуйста, об особенностях своей работы. Это больше работа с людьми, как я понимаю.
Чем это нравилось? И в чем вообще ее особенность, вот, отличие от других работ? Ну, во-первых, уже не нужно никому объяснять, да, что это прежде всего работа с творческими людьми. А это всегда интересно, их энергия, их идеи, с которыми они приходят, они вот заряжают людей. И вот когда видишь, что как зарождается проект от начала до уже идейного воплощения, да, то это поистине незабываемые какие-то моменты, да. И прежде всего, наверное, этот, а также фигура Андрея Савича Борисова, она невероятная. Это человек, который действительно всем сердцем за республику Саха-Якутия, за нашу культуру, за традиции, за то, чтобы было разнообразие, да, в искусстве и культуре. Ну, мы видим, что начало 90-х годов, вот как раз-таки у нас, когда по всей стране закрывались культурные учреждения, то в нашей республике мы видим как раз-таки наоборот, открываются, кроме тех, что были, такие культурные учреждения, как музей музыки и фольклора, да, цирк, высшая школа музыки, Арктический государственный институт культуры и искусства. Да? И это во многом благодаря Андрею Савичу Борисову, да, и тем идейным вдохновителям, кто является автором этих проектов. Сергей Марфа Расторгуева, Петровна Решетникова, Василий Афанасьевич Босиков, ну, и многие другие. А как твоя работа была связана вот именно с ЮНЕСКО? Это был фестиваль «Шедевры ЮНЕСКО». Что там вообще проходило? В каком году это было? Зачем? Почему? Кто там был задействован? В 2005 году в связи с объявлением Всемирной организации ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества именно якутского героического эпоса Олонхо был принят указ президента Республики Саха-Якутия, да, о том, о всестороннем содействии. Да, это, ну, я сокращенно говорю, правильно назывался он иначе. И благодаря этому указу вот вышел как раз-таки день Олонхо, был назначен. Да, потом были приняты программы по сохранению и развитию эпического наследия. И очень много ведомств и министерств было задействовано в этом. Да. И также появилась идея встречи двух шедевров ЮНЕСКо, которые были приняты именно ЮНЕСКо в том году, в 2005. Это был монгольское притяжное песнопение «Уртынду» и якутский героический эпос. И так вот возникла идея встречи двух шедевров ЮНЕСКо в Улан-Баторе, Монголии. Вот. И затем возникла идея создания этого фестиваля. Она принадлежит Андрею Савичу Борисову. Он идейный вдохновитель и идеолог этого фестиваля. Международный фестиваль встречи шедевров ЮНЕСКо на земле Олонхо. Какие крупные проекты Министерства культуры ты курировала, кроме шедевров ЮНЕСКо? В 2008 году к нам приезжали представители таких культурных компонентов, как театр НО, азербайджанский МУГАМ, культурное пространство семейских Забайкалья. Это представители Российской Федерации, да? Кроме якутского эпоса в нашей стране еще есть шедевр «Культурное пространство семейских Забайкалья». Они находятся на юго-востоке Забайкалья, ну, в основном в Республике Бурятия. То есть мы не одни? Да, мы не одни. Также приезжал армянский дудук, исполнитель на армянском дудуке и многие другие. Как ты оцениваешь вообще работу того времени, когда ты была специалистом в министерстве? Сейчас это уже кажется как будто бы как
какой-то сон, да, такие движения, такие встречи на таком уровне мировом, так много народу вместе встречаются. У меня на самом деле ностальгия вот ну, как артисту, получается, к полным залам, да, а есть ли у тебя такая ностальгия по таким вот движениям, что это, как называют это? Ну, начнем с того, что я в 2019 году родила второго ребенка, да, и на самом деле вот до нынешней осени я находилась по уходу за ребенком, вот в отпуске, скажем. Поэтому это все, и в том числе пандемия, оно как-то мимо меня прошло совершенно. Это, ну, сижу дома, да, но все остальные сидят дома, да, я никуда не хожу. Но на самом деле мир меняется, и вот какое-то происходит сейчас переосмысление. Конечно же, уже формат изменился, да, и Ну, собственно, поэтому формат, мы здесь. да, формат мероприятий, встреч. В основном это все проходит онлайн. Но я не думаю, что это затянется. Но как один из видов проведения мероприятий, да, в таком формате, как YouTube там, и так далее, через соцсети, какие-то телемосты, да, это уже никогда, это будет неотъемлемой частью нашей культуры. Просто с этим нужно смириться. Ну, я думаю, человек, он очень круто адаптируется к условиям внешней среды, там, да, и внутренних каких-то обстоятельств. Поэтому просто это будет существовать, и даже когда локдаун исчезнет. Просто недавно закралась такая мысль, что постареем мы, да? И потом будем рассказывать, а вот раньше, до всех вот этих вот переходов на онлайн режим, было все живьем, было классно. Вот. Но я думаю, что лично мое мнение, я тут обычно свое мнение не говорю, но на этот счет скажу, что все это, я думаю, что временно, и что вся эта работа потом все равно продолжится, и мы будем видеться с нашими, да, братьями из Бурятии тоже, той же, да, и с нашими шедеврами и ЮНЕСКО, и не ЮНЕСКО, с любыми новыми шедеврами и старыми. Вот. Да, я тоже не думаю. Чем занимаешься сейчас? С сентября я приступила к работе, которая раньше косвенно как-то была причастна, да. Я теперь преподаватель колледжа культуры и искусства. Есть такой предмет социально-культурная деятельность. Обучают менеджеров культуры, будущих менеджеров культуры, ну, тех людей, которые могут работать в сфере культуры, которые знают это. Часто в работе Министерства культуры, я помню, встречала, были такие моменты, когда студенты наших подведомственных учреждений культуры, они принимали активное участие во всех республиканских мероприятиях, в том числе и студенты колледжа культуры и искусства. Это, конечно же, безусловно, очень богатый опыт, который, ну, в дальнейшем только имеет положительные какие-то результаты. Да? Каково твое видение культуры в Якутии в будущем? Куда мы идем? То есть направление, может быть, просто с твоим опытом, мне кажется, ты можешь какие-то моменты предугадать, и просто интересно твое мнение, потому что ты в целом ты работаешь в министерстве, это как бы общий взгляд на вещи и в течение времени, и вообще внутри подведомственного, все видны, вся эта деятельность была для тебя в то время, когда ты работал. И сейчас просто, смотря вот с этим опытом, как ты видишь, куда мы движемся? Ну, вот честно сказать, да, мне кажется, что мы сейчас переживаем некую стагнацию, что ли. Вот был период, когда было такое бурное развитие, это вот я сказала, 90-е, да, до 2000 года, скажем, да, когда это все открывалось, развивалось, и республика была передовой в плане культуры и искусства. Но действительно и сейчас очень мало таких учреждений по региону Российской Федерации, где прям представлено
все, да, все виды искусства, там народного творчества до, скажем, до цирка, да. Ну, допустим, вот в России смарт-библиотека это у нас вторая. Ну вот, да. Но в последнее время мне кажется, что у нас на этом все остановилось. Ну, как мне кажется, есть какой-то такой вот, мы как будто бы топчемся на одном месте. Я не знаю, с чем это связано, да, но мне вот кажется, что это в основном связано с кадрами, с какой-то кадровой, ну и, возможно, с культурной политикой в том числе, да. Сейчас же все трансформировалось, вообще все театры мировые и также российские, они нацелены на людей больше, да, они открыты для общества, они больше, вот несмотря на то, что говорят монетизация, да, несмотря на это, да, на их какие-то задачи для того, чтобы заработать, но никогда не было такого, чтобы государство полностью на самообеспечение сферу культуры управляло. Поэтому все равно государство должно какие-то деньги вкладывать в культуру, да? И сейчас наступил такой момент, когда больше должно быть открытым для людей и в плане не для зрителей, да, а вот именно для сообщества, ну, для обычных людей. То есть двери театров, библиотек, вот смарт-библиотека очень хорошо контактирует с населением, я смотрю по вашему аккаунту, да, мне это очень нравится, но так поступают не все учреждения культуры наши, понимаешь? И формат их, ну, по принципу вот, ну, повторов каких-то. Поговорим о книгах. Так как мы находимся в библиотеке, какие бы книги ты посоветовала нашим читателям? Николая Логинова, «Конские повести» из отечественных, да? Первое. «Старики моря». Еще одну, да? Ну и сейчас очень модно же как-то прокачивать свои ресурсы. Мне очень понравилась книга Тинькова о бизнесе. Ну, честно говоря, я не помню название. Но очень доходчиво и доступно он говорит такие вещи, которые сейчас нужны не только бизнесменам, да, но и всем также деятелям культуры. Это будет полезно послушать и прочитать. Ну, финансовая грамотность, получается, основная тема, по сути. Не совсем, ну да. Итак, как обычно, у нас до завершения нашей беседы блиц-опрос. Нужно отвечать максимально коротко, но не обязательно. Готово. Поехали. Назови любимую национальную кухню. Якутская. Как же без строганины-то? Любимый фильм. Побег из Шоушенка. Любимый сериал. Игры престолов. Назови 3 главных качества настоящего деятеля культуры. Ответственность. Первое. Современность. Второе. Гибкость, что ли? Гибкость. Да. Третье. Окей. Самый, на твой взгляд, самый великий деятель культуры человечества. Андрей Савич Борисов. Вот у меня дальше вопрос, почему? Мы все уже поняли, почему. Где был самый красивый рассвет, который ты видела? Ну, это был не рассвет,
закат, скорее всего. Я почему-то вдруг вспомнила на острове Баракай. Я такого никогда не видела. Но это был закат, рассвет. Ну, скорее всего, это был Жиганск, моя юность, место, где я родилась, где солнце летом, весной не заходит. В чем сила? В правде. Сегодня с нами была Туяра Тарабукина. Всем удачи, всем пока. Пока.